Высокапрадукцыйны і сучасны. Новы цэх па адкормкі куранят-бройлераў пабудаваны з металаканструкцый. Улетку птушкам уласціва перагравацца. Гэта канструкцыя дазволіць пазбегнуць гэтага. Галоўнай перавагай новага цеха з'яўляецца сучасны санітарна-пропускны пункт, у тым ліку і для транспорту. Сегодня очень актуальна проблема – это биобезопасности, так называемая, да, птичий грипп, если слышали. Поэтому вот эти все моменты надо убирать, и человеческий фактор надо убирать. Поэтому мы подошли с той точки зрения, что надо человеку дать все возможности выполнить требования, а потом за это спросить или потребовать. Поэтому здесь все абсолютно на 100% есть. Фабрика удалена от всех населенных пунктов. То есть все требования и ветзаконодательства, санитарное законодательство соблюдены. То есть вот это по биобезопасности здесь все есть предпосылки соблюдать и иметь хорошую сохранность. У складзе цеха 12 птушнікаў. Гадавая магутнасць вытворчасці мяса куранят-бройлераў каля 10 тысяч тонн. Абслугоўваць новы цех будуць каля 80 работников. Работала я здесь 12 лет уже ведущим ветеринарным врачом, поэтому немножко специфику поменяю. Условия по биобезопасности соблюдены. У нас есть и въезд дезпункт, и выезды дезбарьеры оборудованы хорошо. Большой упор сделан на биобезопасность, поэтому все получится. Будаўніцтва цеха з'яўляецца часткай маштабнага абнаўлення жывёлагадоўчай галіны Гомельшчыны. Толькі сёлета будзе ўзведзена 9 малочна-таварных комплексаў, 160 профилакторыяў для цялят. Пятилетка 26-30 стоит серьезная задача – перевод всего животноводческого комплекса на современные условия. Во-первых, это обеспечение продовольственной безопасности, во-вторых, расширение экспортных позиций в ряде стран, с которыми мы сегодня торгуем. Поэтому, чтобы торговать, продукция должна быть проходная по цене, качественная и безопасная. Вот сегодня пример такой работы. Мы присутствуем здесь в одном комплексе. Это площадка на 10 тысяч тонн мяса. У Гомельскім раёне таксама працягваецца будаўніцтва сучаснага свінакомплексу на 100 тысяч галоў. Праект рэалізуюць без адставанняў ад графіку і плануюць завяршыць у 2027 годзе. Яшчэ адзін свінакомплекс на 24 тысячы галоў зараз будуецца ў Мазырскім раёне. Владислава Голобокіна, Валерий Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».